Это программа «Время говорить», в студии Данил Москаленко. Здравствуйте. Малайзия планирует инвестировать в Казахстан $1 миллиард. Германские бизнесмены крупные в рамках недавней встречи в Астане выразили желание построить здесь завод, и не один, и предоставить свои технологии. В целом, иностранные компании, судя по промежуточным итогам Экспо, готовы профинансировать развитие зеленой энергетики в Казахстане. В целом, статистика вот самая свежая такая у нас здесь сейчас у меня. 32 новых инвестиционных проекта начали реализовывать в Казахстане с момента создания компании «Казахинвест». Их общая стоимость оценивается в $10 миллиардов. Как идет привлечение инвестиций? Вот на этот вопрос сегодня ответит глава «Казахинвест» Максат Кабашев. Здравствуйте, председатель правления. В студию пришел. На ваши вопросы тоже он будет отвечать. У нас есть WhatsApp, мобильный телефон рядом со мной. Присылайте. Так, Максат, ну вот я озвучил несколько фактов, да, это одно. То есть это приятно слышать, что Казахстан интересен для иностранного капитала. Но я бы предлагал, для начала предложил сконцентрироваться на том, что вы меняете политику привлечения инвестиций. Вот с чем это связано? Ну, во-первых, агентств, компаний, занимающихся привлечением инвестиций в мире, порядка 200. Их даже больше, чем количество стран, существующих на Земле. То Большая есть, конкуренция. огромная борьба за инвестиции идет во всем мире. Особенно сегодня, когда рынки, особенно среди сырьевых стран, когда рынки волатильны, цены снижаются, инвесторы, которые раньше традиционно инвестировали в отрасли, которые приносили доход, уходят с этих отраслей. Естественно, возникает большая проблема, где брать новые инвестиции, так как инвестиции – это основной драйвер развития экономики. Все это понимают прекрасно. Вот мы с момента основания компания была основана именно по этой причине, что придать новый импульс развитию процесса при привлечении инвестиций в Казахстан. Во-первых. Второе, сделать процесс эффективным. В-третьих, все-таки сделать инвестиции, которые приходят в Казахстан, чтобы они были долгосрочными. Давайте ключевые факторы сразу поймем. То есть смена политики. Что вы предлагаете сейчас? Если раньше там вы распыляли, например, свои силы, то сейчас концентрируете, я так понимаю. Мы за прошедшие вот несколько месяцев определили четко приоритеты, где мы хотим, где мы видим потенциал, отрасли приоритетные, которые в Казахстане интересны. Это такие отрасли, как химия, нефтехимия, агропромышленный комплекс. Это очень интересно с нашей точки зрения. Фармацевтика, горно-металлургический комплекс, следующие переделы. Тоже это большой интерес вызывает. Ну, вся обрабатывающая промышленность, в общем-то. Инфраструктурные проекты, проекты в области машиностроения базового, мы бы так сказали. Это вот, мы думаем, ниши, которые интересны инвесторам из-за рубежа. Соответственно, смотря на эти отрасли, мы определили страны, которые для нас тоже интересны, где мы будем концентрироваться на ближайшей перспективе. Это, прежде всего, Китай и Россия. Это Соединенные Штаты Америки, страны Евросоюза, мы берем как регион. В целом, да? Да, Турция и арабские страны арабского мира как финансовые инвесторы. Вот этот вот географический такой вот региональное распределение, где мы хотим сконцентрироваться в ближайшее время. Каким образом? Я хотел понять бы сейчас, вот что вы начинаете там искать инвестора, буквально там встречаться с ним, руку жать вот на его территории, приглашаете его сюда. Как можно вот эту задачу глобальную, которую в том числе глава государства говорит, что сделать так, чтобы Казахстан был привлекательным? То есть показать все наши приоритеты. Что работа как у вас строится? Одна из проблем была такая, что действительно была огромная такая ковровая бомбардировка рекламой по всему миру. Об этом и глава государства говорил, что после этого тишина. То есть кто дальше ведет работу с инвесторами, кто их приводит, убеждает работать в Казахстане. Мы прошли от обратного. Мы говорим, что есть отрасли, есть страны заинтересованные, есть определенные компании, которые мы сегодня уже определили и идентифицировали. Мы с ними на связи. Благодаря Экспо очень много сюда приезжает компаний сегодня. Буквально сегодня мы встречались с немецкими компаниями, с китайскими компаниями, турецкими компаниями. Мы с ними ведем беседы именно о конкретных проектах в этих конкретных нишах. Давайте результаты. Да. Всем интересно услышать конкретные результаты. На сегодняшний момент, с момента образования Казахинвеста, во-первых, надо понимать, что была компания до нас тоже существовала. Да. Мы на базе компании. И к ней, кстати, было много претензий. Исторически с того периода там больше 100 проектов осталось. Мы сделали критерии отбора проектов, просеяли из них. Сегодня мы оставили порядка 20 проектов, которые мы думаем, что действительно имеют право на быструю реализацию в Казахстане. И 32 новых проекта мы сегодня тоже привлекли, начинаем с ними работать. То есть это уже все? Этап строительства, этап... Нет, прошло только, допустим, с момента, к сожалению, инвестиционный срок со сроком, допустим, там, календарным не всегда совпадает. Да? То есть, грубо говоря, большой проект, если, допустим, там несколько сотен миллионов долларов, и такие проекты есть, это несколько лет, надо понимать. Мелкие проекты, там,
15-20 миллионов долларов. Это действительно то, что мы в этом году запускаем. Да, есть у нас представитель отечественного бизнеса, который, я так понимаю, в том числе и с вашей помощью реализует сейчас проект с немцами. Батыржан Тергиусизов, генеральный директор товарищества Линды Газ Казахстан. Он в Алматы и из нашей алматинской студии сейчас подключается к нам. Батыржан, да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что у вас там за проект сейчас, его стоимость, ну и на каком этапе реализации данный проект? Здравствуйте, Данил. Здравствуйте, Максат Рахимжанович. Линды Газ Казахстан является дочерним предприятием глобальной немецкой компании Линды Групп. И 11 числа между компанией Линды было заключено и казахстанскими компаниями было заключено несколько соглашений. И один из них направлен на строительство завода по производству кислорода для потребностей ArcelorMittal в Темиртау. Это наш второй проект в Казахстане. Первый уже реализован, с 2013 года находится в действии. Мы уже работаем почти 5 лет. Это будет второй блок расширения данного производства. Деньги, Батыржан, да, я прошу вас прерву. Где вы деньги возьмете? Конечно. Это наши собственные инвестиции Линды Групп. Понятно. Еще разрешите, я уточню. Вот обычно, вот вы сказали соглашение. Обычно в таких документах я знаю, что пишется как: компания выражает намерение рассмотреть возможность инвестирования в Республику Казахстан и так далее, и так далее, и так далее. Где гарантия, что этот проект с бумаги в реальную жизнь у нас воплотится? На сегодняшний день прошло 2 дня. Наша компания, наши инженеры уже начали разрабатывать проект. Уже до того, как мы подписали соглашение, было собрано очень много технических данных, и сейчас мы запускаем это в жизнь после подписания. Подписание стало возможным в том числе благодаря тому, что у нас изменился климат в Казахстане инвестиционный, благодаря преференциям. Во время составления нашего бизнес-кейса по этому проекту мы учитывали все нюансы, которые уже были озвучены Максатом Рахимжановичем. Это и налоговые преференции, и таможенные пошлины, освобождение таможенных пошлин, и поддержка при привлечении иностранной рабочей силы на момент строительства. И, естественно, в будущем мы надеемся, что Казахинвест нам окажет поддержку и Так будет сейчас, контролировать. Сейчас, да, Батыржан, сейчас вам поддержку Казахинвест никакой не оказывает, что ли? Почему нет? Оказывает, конечно же. На самом деле огромная поддержка со стороны Казахинвеста была перед тем, как мы подписали контракт. И мы надеемся, что она продолжится и в будущем. Давайте, оставайтесь на связи. Я просто хочу задать господину Кабашеву вопрос по поводу инвестиционного климата. Вот сейчас предприниматель сказал, изменился инвестиционный климат. Наверняка вы его изучаете, смотрите узкие места, проблемы, где-то расширить, рекомендуете правительству. С чем вам приходится сталкиваться, чтобы у нас проектов таких было больше, о чем говорит вот сейчас? Ну, вот это хороший пример. Линды Групп. Это крупная компания, действительно. И проект, правильно сказал наш коллега, то, что мы сегодня отказались от политики подписания меморандумов ни о чем. Просто там подписались и разбежались. Это мы отказались. Делаем соглашение, где мы уже прописываем сумму инвестиций, сроки реализации и так далее. То есть работаем в направлении. Что касается климата, инвестиционного, это не только преференции. Преференции – это большая часть, конечно. Да, у нас есть преференции, допустим, для данного проекта. Это освобождение от корпоративного подоходного налога. Налог на имущество будет там равен нулю. Земля, инфраструктура, все это есть, но кроме того, это еще есть отношение к инвестору. Казахинвест такая компания создана для того, чтобы инвестор почувствовал себя комфортно, делая бизнес в Казахстане. Прежде всего, это бизнес. И вот есть примеры, мы изучали за это время, допустим, иностранный инвестор в регионе. Чтобы начать проект, он должен обойти минимум 11 разрешительных каких-либо Это других. вот сейчас? Сейчас, государственных органов. Так это надо То есть, решать, это надо да, как-то соответственно, менять? Где-то на 2-3 отказе уважающий себя инвестор, естественно, Конечно. разворачивается, уезжает и больше не возвращается. Надо понимать, что если один раз серьезный инвестор уехал из страны, то сегодня его уже обратно не вернуть. Странная ситуация. Мы здесь в студии не раз обсуждали проблемы предпринимателей отечественных, и они тоже вынуждены сталкиваться вот с тем, что вы говорите. И к инвесторам у нас такое же отношение в регионах, что ли, получается? Вот, к сожалению, это не очень хороший, конечно, знак, что мы должны создавать специально еще одно подразделение, которое будет помогать решать проблемы с теми, кто эти проблемы создает. Но такова ситуация сегодня. Мы сегодня точечно работаем. Инвесторов не так уж и много сегодня в регионах. Мы точно с каждым работаем, проходим по каждому государственному органу. То есть принцип одного окна, он в реальной жизни. То есть сегодня мы вот смотрим такие вопросы, как визовая поддержка, получение лицензий, сертификаты. То есть только на горизонте он появился капиталистом, с капиталом
капиталом, вы сразу к нему... Да, мы всем сегодня говорим, у нас есть через сеть наших представителей за рубежом, сегодня их немного, но они есть, мы всем говорим, что теперь вы встречаетесь при помощи посольства с нами вместе у себя на родине, мы с вами разговариваем, приезжайте в Казахстан, мы вас встречаем, начиная от аэропорта, дальше мы проводим до строительной площадки, все проблемы, связанные с государственными органами, мы берем на себя. Это одна из частей улучшения инвестиционного климата, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Вопрос по WhatsApp поступил. На каком месте по привлечению инвестиций в мире Казахстан? Тут вопрос, если смотреть по валовому росту инвестиций, то за прошлый год Казахстан привлек 26 миллиардов валовых инвестиций в экономику. Это мы находимся по отношению к ВВП в первой десятке в мире. Если смотреть чистые инвестиции, то есть надо посчитать еще оттоки этих инвестиций, вывод в виде дивидендов, денег и еще выплата обратно долговых заимствований, то ситуация в 2 раза, конечно, скромнее будет выглядеть. Вот этот вопрос, как все-таки... Как считать? Да, лучший ориентир – это держать в районе 10% от ВВП страны. Это считается классическим показателем, когда считается страна инвестиционно привлекательной и работает. Еще вопрос. Вы, как компания, являетесь не только точкой входа иностранных инвесторов в Казахстан, но и сопровождаете инвесторов от переговоров и так далее, как вы сейчас говорите. Как последний пример меня интересует, самый последний, и меня интересуют суммы. Если можно, да, телезрители всегда фактаж, им нужен фактаж. Что еще мы можем привести из проектов, которые у вас есть? Ну хорошо, вот еще мы недавно уже запустили проект, началось строительство, это компания Mareven Food, она как раз находится в Алматинской области, это производство сельскохозяйственной продукции, переработка сельскохозяйственной. Мы уже запустили производство. На свободной экономической зоне Харгос в этом году тоже мы запустим с компанией Феникс, запустим производство, это порядка 25 миллионов долларов. Ориентировано на внешние рынки. Вот еще хотел сказать, что какой для нашей точки зрения идеальный инвестор в Казахстане, да? Учитывая, что объемы рынка ограничены, да? Но учитывая то, что у нас соседние рынки довольно-таки большие и развиты, Китай, Россия, идеальные инвесторы, и такие проекты мы приветствуем, и для них мы сегодня делаем все условия. Это когда компании приходят в Казахстан, используя наши богатые сельскохозяйственные, к примеру, ресурсы, такие как животноводство, скот, зерно. По зерну мы 3-я страна в мире по зерну на душу населения. Перерабатывать эту продукцию в Казахстане, делать добавленную стоимость и экспортировать из Казахстана — это идеальный инвестор, которого мы приветствуем, с которым мы сегодня разговариваем. Еще вопрос по WhatsApp поступил. Как вы сотрудничаете с Китаем? Там огромный рынок капитала. Что мешает вам привлечь его? Я бы не сказал, что мешает, но китайские деньги сейчас везде. Ну, все знают программу «Новый шелковый путь», One Belt, One Road, так называемую. В этой программе сегодня порядка больше 50 проектов уже существует. Это на уровне государств они рассматриваются, крупные проекты. Мы их все контролируем, часть из них мы ведем. Мы представляем интересы фонда «Шелковый путь» китайского тоже, который имеет большой капитал. Мы работаем с Китаем. Мы сегодня собираемся выезжать в Китай вот в начале августа, где мы уже выбрали компании, с кем будем встречаться, подготовили для них информацию о Казахстане, об отраслях на китайском языке. Берем с собой наших китайязычных сотрудников. То есть работаем, я думаю, что ничто не мешает из-за того, как мы правильно подойдем. Да. Интерес огромный у китайцев. И еще, если позволите, интересный вопрос по поводу малазийцев. Вот я озвучил, что они на целый $1 миллиард согласны инвестировать здесь в проект. Недавно малазийцы выразили интерес, подписали на малазийско-казахстанском бизнес-форуме в Астане какие-то документы, причем уже намереваются потратить $1 миллиард. Это тоже ваша работа, вопрос. И я не могу понять, почему им интересна наша страна с сырьевой экономикой. Хороший вопрос. Во-первых, Малайзия сама по себе большая страна, развивающаяся бурно, и есть там капитал. И капитал хочет диверсифицироваться, выходить за пределы Малайзии, они смотрят все возможности. Для них интересно очень сельское хозяйство в Казахстане. Сельское хозяйство. Да, в этом направлении мы с ними работаем. Есть компании, приезжают, мы налаживаем связи. Позавчера мы встречались с министром энергетики Малайзии, он приходил, огромный интерес, мы договорились, что будем сейчас рассматривать какие-то проекты, что ему интересно. Если позволите еще, я один вопрос Батыржану Тургиеву Сизову задам, он сейчас в Алматы, это генеральный директор товарищества «Линдегаз Казахстан», 2 крупных проекта, заключили контракты уже. Расскажите, пожалуйста, Батыржан, по второму, вот вы сказали, у вас будут завод для нужд ArcelorMittal построен по разделению воздуха, ваши собственные инвестиции. Второй завод, 30 миллионов евро инвестиций в водород, производство водорода. Такого производства у нас еще, по-моему, не было, если не ошибаюсь.
Вы имеете в виду то, что мы будем строить второй завод в Чимкенте? Да, да, да. По водороду, да. Это для нужд вновь строящегося производства базовых масел в Южно-Казахстанской области. Это также будут наши инвестиции в Казахстан. Мы будем инвестировать как и деньгами, финансами, так и знаниями и технологиями. Помимо прочего, мы параллельно также рассматриваем еще несколько проектов, и в целом, я могу сказать, при благоприятном течении дел в дальнейшем до 2021 года инвестиции Линды в Казахстан превысят 200 миллионов евро. Насколько трудно вам было убедить партнеров инвестировать в новые проекты? Какие были трудности? Я бы не хотел об этом говорить. Трудности были, их было немного, но я, пожалуй, оставлю это за кадром. Это коммерческая тайна, если вы не против. Да, конечно. Вот такие вот темные, так скажем, пятна, вот часто ли в жизни вот вы сами сталкиваетесь, что я просто больше хочу понять, насколько у нас инвестиционный климат привлекателен сейчас и насколько он динамично меняется в соответствии с реалиями международными. Климат меняется, само отношение к инвесторам меняется, потому что времена наступили другие. Да? То есть, когда, я как раньше говорил, цены на основные наши экспортные товары падают или держатся на очень низком уровне, нужно что-то новое, чтобы людей привлекать. Естественно, все вот эти новые преференции, создание компании «Казахинвест», работа с такими компаниями, как «Линды Групп», это же хороший пример, что действительно очень много темных пятен, как вы сказали, которые нужно освещать, показывать и эти проблемы вместе с инвесторами решать. Вот если, я хочу тоже для себя понять, вот инвестор приходит там, в ту же сферу нефтехимии, производство продуктов питания, что для нас приоритет? Мы можем его освободить от налога, КПН, если он ввозит оборудование, например, на таможне освободить, таможенные пошлины. Но я посмотрел, размер инвестиций при этом должен быть не менее 13 миллионов долларов, простите. Откуда вот эти цифры? Почему у нас такие жесткие рамки стоят? Вот тут мы сейчас находимся... Если мы всех хотим привлечь, давайте уберем пороги. Мы сейчас находимся на стадии вот именно пересмотра этого законодательного момента. Он есть. Все-таки ставить какое-то ограничение сверху или снизу, это как бы сегодня в современном мире привлечения инвестиций, это как бы совсем неинтересно. Потому что вы возьмите, допустим, не знаю, новые технологии. Это может быть небольшой проект, но который полностью меняет там всю инфраструктуру, связанную с этой отраслью. Поэтому мы это сейчас в переговорах с министерством мы рекомендуем максимально упростить все вот эти ограничения, связанные с размером проекта, со сроком проекта. Есть другая проблема, это то, что проект попадает под преференции, если он определенное количество времени, то есть если новый проект. Сейчас это... Что значит новый? То есть, если, допустим, я в 2001 году построил завод в Казахстане, а в 2017 году хочу построить второй завод с теми же преференциями, которые получил раньше. Я это не могу сделать, потому что он говорит, извините, вы старый инвестор. Вы хотите это убрать? Мы тоже рекомендуем от этой нормы тоже освободиться. Потому что если человек реинвестирует, это показатель, что есть привлекательность в этом бизнесе. А вот давайте по инвестициям. У нас до конца 2017 года вообще будут какие-то реальные... То есть те, кто давно работает и кто дальше продолжает работать, что там есть? Вы же делите это все, да? Да, мы сейчас работаем. Вот что действительно уже на подходе, это компания «Улкер» турецкая, которая производит кондитерские изделия. Вот у них это сейчас проблема стоит, мы стараемся ее решить. Они пытаются порядка 30 миллионов евро еще раз инвестировать в расширение производства. И наши законы пока не дают им Наши это законы, сделать. к сожалению, на тех условиях, да, удобно? их просто это сделать сегодня это не позволяется, приходится им там придумать какие-то другие новые варианты этого решения проблем. Сейчас пишется налоговый кодекс. Планируете ли вы какие-то свои предложения внести, чтобы сделать еще больше вариантов? Мы работаем тесно с Министерством инвестиций и развития, с Комитетом по инвестициям, где есть у нас специальная рабочая группа по изменению законодательства. И осенью мы все эти изменения вносим, в том числе и в налоговый кодекс. Последний вопрос от телезрителей. Будем завершать эфир. Он касается проектов. Какие проекты вам нужны, чтобы вы нашли деньги для них? Это, видимо, бизнесмен задает вопрос, я так думаю. То есть вы представляете же какие-то конкретные проекты? Я уже говорил, вот идеальный проект. Давайте повторим. Да, если, допустим, если проект, который делает какой-то новый технологический передел в Казахстане, меняет инфраструктуру какой-то либо отрасли, мы не говорим там о великом хай-теке, просто хотя бы поднять уровень переработки
сельхозпродукции, к примеру, и который имеет экспортный потенциал. Почему у нас еще в компании осталась функция нефинансовой поддержки экспорта? То есть мы компенсируем затраты на продвижение экспорта казахстанской продукции за пределы Казахстана. Это тоже очень интересный момент, и он работает сегодня. Последний вопрос, просто не могу не задать. Что с российским «Металлпрофиль»? Он планировал построить в Казахстане завод по производству сэндвич-панелей стоимостью 10 миллионов долларов. Там были проблемы по возвещению затрат при ввозе импортного оборудования. Почему государство не разрешает такие проекты? Интересно, я вот про него не слышал. Этот находится у нас на мониторинге. Проект, если человек хочет обратиться, пусть обратится в Казахинвест, мы ему все, если он к этому проекту причастен, мы все объясним. Да. Он на мониторинге. Спасибо большое. Я благодарю вас за это интервью. Я напомню, что мы говорили сегодня о привлечении инвестиций в Казахстан. И в студии прямого эфира был Максат Кабашев, председатель правления нас компании «Казахинвест». Смотрите нас завтра. До свидания. Спасибо.